Это сейчас у него проходят спа-процедуры. Он получает качественный уход, ласку, внимание и нежность. Завидуют. Парни, не завидуйте, я вам всем сделаю массаж, не завидуйте. Собаки уже на взводе и я уже очень хочу прокатиться. Этот кабань. Хотите смейтесь, хотите нет, а я не буду смеяться. Это все серьезно. Только вопрос, с чего начать? Ну что, привет, мы всего в 25 километрах от города Ижевска, Завеловский район, и мы в деревне Хаски. И, конечно же, who likes the dogs out? Ну что, нас ждут собачки, овечки, свинюшки и даже лисичка. Все наши собаки умеют бегать в упряжках, половина состава участвует в гонках всероссийского мирового значения. Чемпионы? Да. Тут живут чемпионы, мохнатые. Маламуты, если сравнить с собаками, с лошадьми, это собаки тяжеловозы. То есть их задача именно была очень много тянуть. Вообще маламутов очень часто называют из-за этого снежный поезд. Снежный поезд. Смотри, она реально Именно тянет. маламуты приняли участие в покорении Южного полюса Земли. Он у меня украл перчатку. Вместе отдай варежку человеку. Подавишься, фу, невкусно. А это правда, что собаки любят, когда их гладят по животику? Да. Да? Ему очень нравится. Он очень мягенький. Ему вообще классно, когда его тискают. А это правда, что собаки любят, когда их кормят? Хотя бы иногда. Очень любит. Больше, чем кто-либо другой. А у него он такой большой, толстый. Он все больше мохнатый, нежели толстый. Да? Он еще похудел чуть-чуть. Следующий актуальный вопрос о наличии у собак сердца, а также других жизненно важных органов его задаст Вера. Я нашла у пса пупок. Да? Да, вон, главное ниже не смотри. спускаться, а то еще что-нибудь найдете. Глинтвейн. Ладно, вы там пока поснимайте, я там свои дела сделаю. А пойдем туда. Место, где мы сейчас с вами находимся, оно необычное. Когда-то давно на этом самом месте находилась настоящая кузница. Знаете, да, что такое? Да. Испокон веков вообще считается, что огонь, который горит в кузнице, он используется во благо, поэтому его всегда считают священным. Поэтому прямо сейчас, глядя в этот священный огонь, можно загадать абсолютно любое желание. Все ваши мысли вместе с этим дымом поднимаются к небу, и Вселенная слышит все ваши самые тайные, сокровенные просьбы и желания. Как все в жизни оказывается просто. Я-то думала, надо работать, зарабатывать, вкладывать в себя. Просто надо было вот эту ленточку взять у шамана и все, Роллс-Ройс. Держи, ты всегда ошибался, я тебе говорил. Спасибо. Спасибо, шаман. Здорово. Кажется, Денис просветлился, а это всего лишь второй выпуск проекта Супер Удмуртия. Ну что, мы идем кататься на Хаски. Собаки уже на взводе и я уже очень хочу прокатиться. Девчонки, мальчишки, давайте, ребятки. Мы сейчас едем в гостевую трассу, она протяженностью километр. Ну что, мы покидаем деревню Хаски, отправляемся в Карамазскую Лигу, это чуть дальше отсюда. Нас там ждут в бане по-черному и обещали свадебку. Ну что,
На Хаске? Едем на Хаске? Едем на Хаске? Да. Эй! Эй, а вы куда? Эй! Придется на машине. Вы куда? Мы команда Супер Удмуртии, мы в Карамас-Пельге, Киясовский район! Ну что, нас уже встречают как следует по-удмуртски прям. Здорово! Вы поете на 100 баллов! Здесь Буречь. Здесь Буречь. Здравствуйте. Это мы вас поприветствовали. Удмурты очень народ тевчий, да? Они встречают своих гостей с песнями, угощают песнями и провожают тоже песнями. Но наша деревня Карамас-Пельга. Вы приехали в деревню Карамас-Пельга. Вообще это центр аутентичной культуры нашей Удмуртской республики. Ведь жрецы, священные рощи – это не фантазии, это реальность деревни Карамас-Пельга. У нас до сих пор это одна из деревень, которая в Удмуртии сохранила свои языческие традиции, обряды. Они у нас проходят. Куда мы двигаемся дальше? Проходим в усадьбу. Вера, Что? ты была в бане по-белому? Да. В бане. А в бане по-черному? Баня по-черному. Черная баня. Никакого расизма. Тут действительно все черное. Лена, почему здесь все сажа? Почему все такое черное? Потому что баня у нас называется по-черному. Баня без дымохода. Без трубы. Баня как пицца. Дым выходит через дверь. И вот тут у нас есть желтая дырка в стене. Она очень черная и такая вся прям мистическая. Есть какие-то, ну вот, духи? У бани есть свои духи? Мунчок-кужо. Мунчок-кужо. А он... Мунчок-кужо, когда заходим в баню, чтобы задобрить мунчок-кужо, мы говорим «Остань маре шижимдон, шижим кужа пырышком». То есть 77 человек заходим к тебе, задабриваем. Что вот такая востребованная баня. Когда уходим, опять-таки Мунчок-кужо благодарим. Спасибо Мунчок-кужо за баню. Можно к вам? Можно, проходите. Невысоко. О! Наконец-то в тепло. Заметили, что Полный везде рост. с поклоном заходим, да? Это да. Вот для чего низкие двери и пороги, для того, чтобы с поклоном заходить. Низкие потолки она имела в виду. У меня бабушка удмуртка, и мое детство это, конечно, табани и зерет, и я вам скажу, что я окунулась в детство. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Один вопрос только, Вера. Как вот это ощущение детства связано с тем, что у тебя вот уже вторая стопочка почти пустая? Ну что, это рубрика «Пип, патруль, перепечи и пельмени». Патруль. Проверяем в районах Удмуртии самые вкусные перепечи и пельмени. Ребята, к сожалению, здесь перепечи с мясом и капустой. Мясо я не ем. Поэтому, Денис, попробуй. И скажи, как тебе? Привет, я Денис, я мясоед.
Эти перепечи прекрасны. Приезжайте, попробуйте. Они еще прохладненькие. А если вы съедите их горячими, я даже не знаю, что с вами будет, честное слово. Ну и какая удмуртская кухня без табаней зеретом? Зерет — это удмуртский соус бешамель. Там мука, молоко, соль, сахар. По-моему, все, что туда входит в состав. И я вам скажу, гурман. Я знаю толк в табанях, потому что моя бабушка пекла их регулярно. И сейчас я их оценю и попробую вкус. Как всегда, вытекает с обратной стороны. Это очень вкусно. Очень. Впереди у нас, ребята, 3 свадебных мотива обряд. 3 обряда. Удмурты, жизненный цикл Удмурта состоит из 3 свадеб. Первая свадьба – это рождение, когда рождается маленький человечек, нунышуан. Нунышуан. Да. Свадьба ребенка. Свадьба ребенка. И эта свадьба, конечно же, сюда 18+, потому что все связано с деторождением. Вот сейчас вы обычные табани ели, а в день этой свадьбы угощают гостей такими табанями, чтобы молодая пара поскорее восстановила свои силы для следующего зачатия. Этот табань. Хотите смейтесь, хотите нет, а я не буду смеяться. Это все серьезно. Только вопрос, с чего начать? Мне сложно поверить в то, что настолько откровенно. Ритуальные танцы. Сначала идут женские ритуальные танцы, тоже сексуального характера, также и мужские. И мы сейчас вам это покажем, продемонстрируем. Хотите? Да. Давайте, мы готовы. Шок, контент. 18+. У вас хватит пленки на это? Ну а теперь пошел мужской танец. Очень сексуально. Ну что, мальчишки, как вам? Штаны бы сохранить, как говорится. Да. Все перепечи в пятки ушли. Ну а когда уже вторая свадьба, уже по-настоящему женятся, выходят замуж, теперь мы, Вера, тебя оденем, невесты. Eche lo noche de lo
берекет, кладем сюда. Денежки, выкуп. Ну и теперь жених невеста. Угощает. туда накидывайте. Угощайте, невеста угощает. Наливает шубу. Хозяин, как получается, наливает понемногу. Я еще могу передумать. Или уже не могу. Уже не можешь, уже женился. О! Вроде и мягко, да? Но при этом прям берет по самой косточке. То есть вот этим танцем мы как бы говорили всем о том, что мы муж и жена. Да? Да мы просто, мне кажется, отлично проводили время. Но Выпивали, танцевали. свадьба заканчивается ложкой. Бросают ложку. Ну и юноша должен нашего сломать ложку. Это означает, что невеста потеряла свою невинность. Что? Ничего не будет? Это всего лишь ложка! Здорово. Здорово, что есть такие места в Удмуртии, куда можно приехать и почувствовать эту связь с землей, с родом. Исконность. Что-то настоящее. Вот за этим нужно ехать сюда. Здорово, мне очень понравилось. Очень. Saikai, cât domnul valai. Возами жишкот колен, мыняшкот, cât ce tonaliu, и вот очишкот.